Добрый день, дорогие зрители! В эфире очередной выпуск «Битого часа». Мы, как и обещали, продолжим беседу с Алхасом Тхагушевым, общественным деятелем и вообще хорошим человеком и моим другом. Мы сегодня, как и обещали, в прошлой передаче будем говорить о нашей дорожной инфраструктуре и вообще, что у нас происходит. У нас очень много проблем под землей, как мы видим, то воды нет, то там канализация прорвала, то там еще что-то. Но и очень много над землей. Вот сегодня мы поговорим, наверное, про надземные, хотя это взаимосвязанные вещи, правильно? Коммуникации часто проходят под землей или возле земли. И у нас вот наследство осталась советская какая-то инфраструктура, которая была рассчитана на то количество машин, на то количество жителей, интенсивности, грузов и так далее. А сейчас другая реальность. И мы не модернизировали, мы не поддерживаем во многом. Ну, что-то поддерживаем, что-то нет. Вот что у нас, если в общем обрисовать картину с автомобильной инфраструктурой? Ну, если мы берем вообще транспортную инфраструктуру, значит, более широко, не только автомобильную, потому что у нас есть железнодорожный тоже, например, транспорт. Аэропорт хотим запустить? Ну да, аэропорт, то есть есть разные планы, да. И морские тоже что-то происходит. То есть, то мы как бы должны, я буквально два слова скажу, почему меня когда-то заинтересовала эта тема. Да, я хотел этот вопрос задать, но ты его упредил, да. Ну, потому что, знаешь, как бы, скажем, занимался там вопросами реабилитации, там, интеграции людей с инвалидностью в общество, и вдруг бах, там, транспортная инфраструктура, вообще что к чему. Ну, изнанку вот этой проблемы, скажем, смертей на дорогах, которая у нас прям вот как чума такая, да, мы ее видим с другой стороны. Люди, в основном наше общество, ну вот похоронили очередных молодых, как правило, ну разных, любых людей, как бы любых возрастов, неважно. Всех людей жалко. Отношение как к чему-то иррациональному, хотя на самом деле это вполне рационально. Нет, люди это воспринимают, фактически мы это воспринимаем уже как бы как вполне себе само собой разумеющуюся вещь. То есть это типа как плата за прогресс. Что, в общем-то, конечно... Чудовищно. Это чудовищно, и так быть не должно. Вот, потому что если представить себе, скажем, у нас масштаб не тот, но вот в той же Российской Федерации, да, наш сосед, то есть там еженедельно, предположим, падало бы там 1-2 самолета. То есть когда самолеты падают, это всегда событие, оно в новостях, а то, что еженедельно такие подобные потери несет вот эта страна большая, то есть это никому не видно, незаметно и так далее. При этом есть как бы вот эта изнанка, когда много людей оказываются, они остаются живых, слава богу, но они приобретают на время или на всю жизнь какую-то инвалидность. Вот. И у нас, как правило, после войны, там 90, я не знаю, там сколько процентов, там ребят, скажем, вот там колясочников и так далее, это все последствия ДТП. Вот эту изнанку я уже давно наблюдаю, как человек, который непосредственно сталкивается, когда люди приходят там на реабилитацию и так далее, ты видишь, что это значительно больше. То есть ты первые годы помогал тем, кто в войну пострадал, а все остальные годы уже... Да. К сожалению, это такой бич. И не замечать этого невозможно. Но есть другая как бы еще подводка к этой теме. Это проблема как бы доступности зданий и так далее, вообще доступной среды. Развивая эту тему, да, в какой-то момент мы как бы поняли, что добиваться того, чтобы там какая-нибудь школа или какой-нибудь отдельный дом стали доступными, это не решение проблемы. То есть нужно смотреть на то, как человек из точки А в точку Б может добраться. Например, да? И вот так мы заинтересовались темой мобильности. Вообще, мы начали изучать это дело, смотреть, что можно сделать, чтобы люди могли... наш фокус был связан с людьми с инвалидностью, но быстро очень мы выяснили, конечно, больших исследований не нужно было проводить, что, например, когда ты изучаешь тему там, тротуарных зон, да, где пешеходы должны ходить, тротуарные зоны.
когда 70% городских улиц, даже в столице, в Сухуми, они просто отсутствуют, они стерты. С лица города просто стерты, их не существует. И это повсеместная наша реальность, такая повседневная, когда дети, пожилые, кто угодно вынуждены идти по проезжей части. Мамаши с колясками. Для нас это норма, да. Мы уже как бы не удивляемся, мы считаем, ну вообще, конечно, это дикость. Вот когда мы это все начали выяснять, мы поняли, что как бы думать о том, чтобы тротуар был доступным, можно в ситуации, когда этот тротуар вообще существует, когда он есть. Они существовали и стерлись, Конечно, или их не было? Нет, они, конечно, существовали. Вообще, что касается наших городов, ну вот, например, если мы берем столицу нашу, прекрасный город Сухум, он очень хорошо запроектирован. И, конечно, квартальная застройка, зеленые линии, вот эти вот деревья и так далее, которые мы как бы пытаемся уничтожать зачем-то, все послевоенное время. Вот. Но пока это все держится. И тротуарные зоны, конечно, тротуары везде были предусмотрены. То есть это норма для любого города. Это вообще признак города, так скажем честно. Один из главных признаков совершенно города. верно. И вот когда мы это все начали выяснять, там много других по цепочке пошло всяких вопросов, связанных с доступностью, например, общественного транспорта. Не то что для инвалидов, для всех остальных граждан Абхазии. То есть мы можем сказать наверняка, что общественный транспорт у нас, он в катастрофическом состоянии. А это не только городской, да, транспорт, но у нас есть, например, между городами какое-то сообщение и так далее. То есть у нас много проблем в этом плане. И мы изучали, конечно, через призму того, насколько это доступно людям с инвалидностью, но мы вдруг выяснили, что это, в общем, очень неудобно, крайне неэффективно работающая система для всех. Не только для людей с ограниченными возможностями. А ты говоришь мы, извини, это кто? Это не только ты, это группа людей? Поначалу была наша организация, мы как бы ребята, которые занимались этим, нам было интересно, мы это начали изучать. Далее в какой-то точке мы вот начали сотрудничать с архитекторами, дизайнерами, ребятами неравнодушными. К нам начали подтягиваться разные ребята, мы знакомились, мы погружались в эту тему, больше узнавали. Обменивались, наверное. Обменивались. И да, вот если сегодня мы говорим о транспортной инфраструктуре, то где-то лет 7 назад, например, 6-7 лет назад, когда я своим друзьям, я когда что-то новое узнаю, знаешь, бывает такое, ты, хочешь. Да, не то, что ты хочешь проверить силу этого знания на своем близком. Ты же не пойдешь к незнакомым людям, они скажут, ну ты кто такой? Фокус-группы своих, делаешь, это обычно. Вот. И я начал вот эти прогоны такие делать, и смотреть. И, конечно, меня засмеивали, вообще все эти ухмылки, старик, мол. Но ты имеешь в виду знания по урбанистике, ты в интернете брал? Мы брали, например, есть мировой опыт. Да? То есть здесь как бы изобретать велосипед, к счастью, нам не нужно. Не так, что вот мы прямо первопроходцы в этом плане. То есть шишки уже до нас набили в разных странах, разные люди, и выводы определенные сделали. Плюс-минус, в принципе, понимание современное, оно и есть. Просто нужно изучать. Да? Мы одними из первых начали это делать. Вместе уже у нас такое маленькое такое сообщество людей, которые... Это на общественных началах, естественно. Полностью на общественных, да. Мы выяснили, что такая работа, в общем, по анализу трафика и так далее, она не ведется. То есть поначалу мы думали, что ведется, но оказалось, что не ведется. Потом мы начали сопоставлять цифры, вникать. Например, есть такое понятие, как уровень автомобилизации страны. Это количество автомобилей на 1000 жителей. Вот. Единственная информация, которую мы смогли выудить из открытых источников, это было какое-то совещание в 2010 году.
2010 году совещание, на котором были озвучены цифры уровня автомобилизации в Абхазии. Никаких других данных нигде мы после этого и до этого не смогли найти. Это около 100 автомобилей на 1000 человек. Это довольно небольшой уровень автомобилизации. Когда мы начали активно изучать, оказалось, что эта цифра уже удвоилась. И сопоставляя эти цифры с нашими соседними странами, такие как там, Россия прежде всего, там, другие постсоветские страны и вообще мировой тренд, мы уже тогда, вот 6-7 лет назад, мы предположили, что мы идем активно к транспортному коллапсу. Почему? Потому что за 10 лет удвоить автопарк, а на минуточку, вот я тебе скажу, такой вопрос тебе, скажем, в 70-м году, как ты думаешь, да я родился в 72-м, но все равно, мы представляем приблизительно, что из себя составлял Советский Союз. Вот каков был уровень автомобилизации в Советском Союзе в 70-м году? Как в целом по стране? Ну вот на 1000 жителей, граждан Советского и частные, Союза. и общественные. Да, Разные. вот сколько автомобилей было? Ну, думаю, и на 1000 человек, ну, может, около 100. 4,5 автомобиля. Да, старик. Вот. И это все потом, ну, потому что это в Советском Союзе действительно автомобиль был роскошью, а не средство передвижения. Уровень автомобилизации, когда такой низкий, то вы можете не замечать эту проблему. Но там же еще есть вопрос интенсивности использования этого транспорта, наверное. Безусловно, безусловно. Ну вот как раз сейчас, например, вот в Российской Федерации в среднем, по разным оценкам, от 310 до 320 на 1000 человек. Это не самый большой в мире как бы уровень автомобилизации, но в некоторых регионах, например, таких как Дальний Восток, да, там уровень под 500 машин на 1000 человек. Япония, близость Японии. Да, наверное, совершенно влияет. верно. Ну, если мы говорим об Абхазии, то мы, собственно... Это Россия, во-первых, огромная страна с огромными территориями. Да. А Но тут маленькая при этом, Абхазия. да, Россия огромная страна, но если мы возьмем в пример, скажем, город Москву, да, то есть я еще помню, в школе учился, когда там советские газеты, там телевидение вещали, что вот сейчас вот мы достроим МКАД, да, то есть 2 полосы еще добавим И на кольцевую, да, и все, и Москва поедет. С тех пор как бы прошло очень много времени, как ты понимаешь, и я уже, можно сказать, пенсионер, а там все с этим борется. Там кольца новые строят. Да, ну 3-е кольцо, например, опять не поехало, потом радиальные сделали, потом еще что-то, связки, развязки, надвязки. О чем подвязки. это говорит? Это говорит о том, что даже такой мегаполис, где бюджеты, ну можно прямо сказать, неограниченные, Да. особенно по сравнению с нами, да, они не могут решить эту проблему. Вот как бы это тупиковый путь развития. И первыми в этот тупик уперлись самые развитые страны, где была возможность покупать массовые автомобили. Это были такие страны, как Голландия и Дания. Где не роскошь. Да, и почему-то у нас многие люди считают и говорят, ну что вы там нам приводите примеры, типа, ну эти, это же голландцы, понимаешь, это же датчане, что вы здесь нам рассказываете? Ну другие люди, там совсем не другие, они ровно такие же, как и мы. Они пытались прописать автомобиль точно так же в городах, и в какой-то момент они уперлись в эту стену. Они поняли, что это нерешаемая задача. То есть, чем лучше ты делаешь инфраструктуру, тем машин больше ты покупают. фактически провоцируешь спрос. Да. И чем больше парковок, если вы посмотрите, там, скажем, есть такие документальные фильмы разные и так далее. То есть вся, например, Голландия, которая сегодня там считается велосипедной меккой, да, там, ну, велосипедисты там наверху этой цепочки, да, стоят. Пирамиды. Да, пирамиды. И все было заставлено машинами. Тотально все. Они срывали вот эти свои прекрасные каналы водные и строили шоссе. Засыпали их. Ну да, они вот как бы вот так инфраструктурно, агрессивно это все продвигалось. Но это делалось во всем мире. Самая автомобилецентричная, конечно, страна — это Соединенные Штаты. Но так случилось, получилось как бы исторически, потому что там автомобиль был изобретен, да, но это был такой предмет диковинный, да, там самоходная там повозка, какие-то аристократы могли себе позволить очень
очень такие богатые люди, но когда Генри Форд придумал, значит, историю с конвейерной сборкой машин, все. Это и на бум экономически тоже попало. Этот продукт, он стал продуктом массового потребления. Вот, и инструментом развития экономики. Безусловно. И так мыслили модернисты, там какой-нибудь Ле Корбюзье, там, и многие другие модернисты, они считали, что вот он переворот, да. Что вот человеку не нужно ни от чего зависеть, у каждого будет свой автомобиль, и вот он сел, куда захотел, поехал, приехал, ну вот максимальный уровень такой свободы в плане мобильности человека. В какой-то момент, вот когда Голландия, например, первой дошла до вот этого... Ну, в силу своей малости и богатости, наверное. У них был взрывной рост экономики, послевоенный, и они вот накупили этих машин и поняли, что все стоит, что все, что могли, как бы под парковки, под все это отдали, развязки, завязки, там новые дороги, вот каналы эти свои прекрасные срывали и делали дороги, не работает. Они поняли, что нужно что-то с этим делать. Вот они первые, да, но они нашли этот способ, они поняли, что нужно искать баланс, здоровый баланс. То есть, когда вы создаете такую среду, которая побуждает любого, каждого человека, да, каждого гражданина, прежде всего, она провоцирует его покупать автомобиль, то вдруг оказывается, что никто не едет. Ну, в какой-то момент мы это ярко видим как бы по Москве, например. И у нас уже тоже практически летом особенно. Безусловно, да. Ну, мы еще не добрали, но еще там 2-3 года, и это уже будет прям совсем жестко, когда люди у нас будут каждое утро, скажем, из нового района или старого поселка добираться, там, тратить час-два. Это будет нормой, к сожалению. И мы можем вспомнить советское время, позднесоветское, когда уже здесь случались эти пробки, но, правда, Абхазия тогда была транзитной страной. И тогда как бы ездили... Грузия, Армения. Да, совершенно верно. В обе стороны как бы был поток определенный. И, собственно, поэтому началось строительство активное... Объездной дороги. Да, объездной дороги. В Гагре мы можем видеть, что в значительной мере город мы объезжаем, если смотреть на это. А в Сухуми, к сожалению, этого не случилось, не успели. Да? Но когда-нибудь, я думаю, к этому вопросу тоже придется. Если транзит заработает, я думаю. Ну, если транзит, да, заработает, то это будет актуализирована опять эта тема. Но это как бы не наш уровень. Мы, в принципе, как страна, в отличие, вот, там, скажем, от Москвы той же, которая строит и никак не может построить столько, это невозможно сделать. Но мы обслуживаем советскую инфраструктуру. Да, причем даже советскую эту инфраструктуру транспортную, мы же ее... Мы добиваем ее, не обслуживаем. Да, ну нет, мы ее обслуживаем, мы каким-то образом все же у нас в более-менее приличном состоянии, там республиканская трасса, да, она все же там освещена, ну там проблемы существуют, но можно сказать, что какие-то важные действия все же происходят в этом направлении. И здесь как бы нужно понимать, что Абхазия, вот она уже все. То есть вот эти вот мои друзья, которые ухмылялись, высмеивали мои все вот эти тезисы, в какой-то момент улыбки сошли с их лиц. Это я прямо могу сказать по своим близким, которые вдруг начали задавать даже вопросы. Им вообще не интересно это было. Но когда человек вдруг перманентно попадает, значит, все чаще и чаще в пробки, он начинает задумываться. Он начинает вспоминать, что где-то я это слышу. Что это могло случиться. Что это могло случиться. И на самом деле, да, к сожалению, мы подошли к этой черте. Если еще несколько лет назад это было что-то около 200 автомобилей, то есть здесь нужно тоже понимать, какая динамика геометрическая роста. прогрессия. Да, и, соответственно, мы можем точно сказать, что сейчас, наверное, эта цифра уже около 250. Это у нас действительно очень дешевая растаможка. Это известные как бы вещи, и люди могут себе позволить. Но это тоже может послужить регулятором каким-то, я имею в виду дешевая растаможка или какие-то ограничения там, по объему двигателей и так далее, там, по старости автомобилей. Вообще вопрос количества автомобилей в стране, само по себе это не является проблемой.
На самом деле, если мы, вот я уже говорил, там в России, например, около 320 автомобилей на 1000 человек. У нас, ну, что-то около больше 200. Точных цифр сейчас не могу Я думаю, назвать. больше, скорее всего. Не-не, у нас больше 200, но это немало. Дело Но в том, и что, летом оно увеличивается в 2 раза. безусловно, летом это многократно увеличивается. Почему? Потому что турист, который один раз приедет сюда без машины, он пойдет, посмотрит наш общественный транспорт, и он ужаснется и скажет, скорее всего, я в следующий раз приеду на автомобиле, дешевле, ну, потому что как бы, а как иначе, да? Хотя, ну, то есть мы и туриста этого провоцируем приезжать к нам на автомобиле. Вот. И получается, что вот эти 320 в России, а в той же Голландии, да, где, казалось бы, все ездят на автомобилях, уровень автомобилизации за 600 автомобилей. Он намного больше. Сейчас тоже, да? Ну, сейчас, да, и вообще в развитых странах уровень автоматизации, Куда они их девают? но они не пользуются этим. Дело в том, что ты должен понять в какой-то момент, да, вот они поняли в какой-то момент, что в городах это невозможно применять, но между городами же есть хайвей, да, вот, и, пожалуйста, езжай там, если тебе нужно куда-то поехать, там, не знаю, там за город, проблем нет вообще. То есть это не вопрос того, что люди отказываются от автомобиля. То есть это вопрос не каждодневного использования. То есть внутри города не общественным транспортом. Смотри, если мы, например, провоцируем такую ситуацию, и все люди садятся за автомобиль, вот нужно понять, вот та же Москва, да, просто чтобы порядок цифр был понятен. Около 9 миллионов автопарк. В этом мегаполисе, ну все, там коммерческие автомобили, частные, любые. Для того, чтобы Москва встала, тотально встала, да, вот чтобы была вот красная вот эта пробка, да, вот эти приложения, которые, ну ты знаешь, да, когда вот говорят... Я пешеход, но знаю, да. Да, Москва стоит там, типа, да. Нужно, чтобы выехало в город порядка 800 тысяч автомобилей. То есть 10-я часть, даже меньше 10-й части автопарка. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, совершенно невероятные вещи, если все 9 миллионов, там, это все. А зачем вот эти 8 остальные существуют автомобили? Ну смотри. Зачем их покупать, если им пользоваться? Безусловно. Но люди по-разному пользуются. Это тоже нужно понимать. Культура пользования. Ну кто-то, например, да, много там, я не помню, какие-то исследования я читал, ну в той же, например, Москве, это ну, один из ближайших мегаполисов. Там легче все эти тенденции как бы наблюдать в силу больших цифр. Потому что по малым цифрам можно, есть вероятность большой погрешности. Сложнее. Да. А здесь как бы все очень четенько, и есть статистика, это тоже важно, и есть как бы динамика, ежегодные, да, вот эти замеры, и эту динамику ты видишь. Многие люди, например, там садятся там, раз в неделю, выезжают за город, скажем, на даче. Вот для этого им нужен автомобиль. Все, точка. Потому что они понимают, если ты выезжаешь в город, ты полдня простоишь в пробке. Ну, какой смысл стоять в пробке? Ну, я помню этот сдвиг, скажем, у наших там друзей, там, близких, которые абхазы там живут в Москве. Ну, это совсем не удивительная вещь, когда человек в центр едет на метро. Ну почему? Потому что, хотя у него есть дома автомобиль, даже не один, ну потому что это невозможно сделать. Вот и все. Прежде всего время экономишь. Да. И, соответственно, вот смотри, как бы принято считать, что это такая агрессивная история, да, наступающая на права автомобилиста. Да. И у автомобилистов подгорает. Ну, я понимаю, когда человек привык к тому, что, ну, есть, я думаю, у тебя, у меня, там, у всех нас есть много друзей и близких, которые прям заядлые автомобилисты. Человек, который, ну, вот не может не мыслить себя без того, что вот как будто он за рулем родился. Они тоже иногда теряют чувство меры, когда у нас буквально, ну, прекрасная погода, расстояния маленькие, перед школами пробки колоссальные стоят. Почему надо детей именно подвозить? У меня дети выросли, мы пешком ходили прекрасно. Или там в кафе выходят, им нужно приехать, можно пешком прийти. Ну вот это к вопросу о том, что... Они как раз агрессивно очень мыслят. Не, ну я не думаю, что они мыслят агрессивно, они стараются мыслить рационально, разумно в смысле безопасности своих детей. То есть когда они видят, что среда... Это да, согласен. То есть главный же стимул, почему родители хотят подвести ребенка, не потому что они такие неразумные и у них времени некуда потратить. Они с удовольствием воспользовались этим временем по-другому. Но
ты ребенка не можешь отправить в такой агрессивной среде. А мы все сделали для того, чтобы среда была, к сожалению, агрессивной. Почему там школьник в какой-нибудь там Норвегии или там Германии может ехать на велосипеде или идти пешком в школу? И мы это делали, кстати, в советское время, как ты верно говоришь. Я ходил в свою школу пешком, например. Ну, есть еще один момент, то, что я, например, видел на улицах в других странах. Автомобили, редко где там один человек сидит в автомобиле, обычно 3-4 человека. То есть там это для них не это средство передвижения, все-таки они роскошь. У нас, когда едет дама на маникюр на огромном джипе, который в других странах используют совершенно по-другому случаю, это тоже... Ну, видишь, это? Вот твое предположение, оно разбивается о статистику, да. На самом деле... Разбей, я готов. Да, на самом деле в мире плюс-минус. Почему считается, что вот как бы личный автомобиль – это очень такой эгоистичный вид транспорта, который много места занимает, и, как правило, в разных странах статистика такая: 1,3, 1,4 пассажира, ну, и вместе с водителем, да, человека едет на одном автомобиле в среднем в мире. Нигде нет такого, чтобы там по 3, 4 или 5. У нас это 9 иногда, мне кажется. Не, ну если как бы совокупно брать, то есть у нас, конечно, такой статистики нет, но мы можем верить тому, что вряд ли мы какие-то особо уникальные люди. Не, я говорю еще, там есть второй момент, что там основной парк из малолитражек состоит, а у нас парк состоит все-таки из очень представительских и очень больших по объему автомобилей, выбрасывающих огромное количество выбросов. Это другой вопрос, да, но нужно сказать, что... Ну, я имею в виду, это можно отрегулировать? Ну, это регулируется, конечно, налогами, да, какими-то такими вещами, но фискальными вещами, да, так фискальными, сказать. но это не решает проблему транспортного коллапса. Я не говорю, что это единственное решение. Нет, это, конечно, правильный, разумный ход. Почему? Потому что в том числе вот есть такой как бы аспект этой проблемы, да, такой автомобилизации страны, это уровень загрязнения. И в постиндустриальных обществах везде в мире все эти производства, которые раньше чадили как бы в черте города, они, как правило, вынесены. Но у нас и их не было особо. Да? У нас все же там легкая промышленность, туризм был, там сельское хозяйство. Ну, промзоны были там в старом поселке. Были, но это такое себе. То есть это по сравнению с какими-то там другими городами, это прямо совсем. И вот нужно понимать, что даже в тех городах постиндустриальных, да, где эти производства были, под 90% загрязнения это автомобиль. Да? А у нас это, конечно, сильно за 90%, потому что никаких особо других там источников загрязнения нет. Источники эти, их два. Ну, задымление, как бы вот загазованность, да, вот эти выхлопы, это один момент. И второй момент – это покрышки, которые стираются об асфальт, и вот эти вот фракции, которые, собственно, оседают на обочинах. Да. И, как правило, вот эти вещи, кстати говоря, чаще вдыхают, да, там, дышат этой дрянью дети, потому что они ниже, эта фракция, она вот как бы приблизительно на уровне там, до метра. Пешеходы. Да, но и нужно понимать, что когда мы тоже изучали этот вопрос и обратились к нашим прекрасным экологам, оказалось, что они долгие годы пишут, ну, для замеров нужно специальное оборудование, оно не особо дорогое, но оно как бы не дешевое, но и недорогое, это не десятки миллионов, там буквально там 1,5-2-3 миллиона нужно, чтобы на всю страну, чтобы люди делали замеры. Мы не хотим этого делать, мы этого не делаем, мы игнорируем такую проблему. То есть сегодня никто не может сказать на сегодняшний день, каков уровень загрязнения. Но главный источник загрязнения у нас, безусловно, это 95, наверное, а может быть и 98, не знаю сколько процентов, это автомобиль. Что можно сделать? С диагнозом так более или менее мы такие мазками сделаем. Да, важный момент это то, что если мы говорим о том, что мы понуждаем людей всех сесть за руль автомобиля и иметь каждому свой автомобиль, мы не оставляем альтернативы, то, конечно, решение проблемы в создании альтернативы. Как ты решишь проблему своей мобильности вот в стране, где ты живешь? Пространстве. Да, в этом пространстве, в городе, за городом и так далее. Соответственно, вот давай посмотрим. Мы уже вспоминали про тротуарные зоны. Ну,
ты правильно говоришь. То есть человек мог бы там со своими детьми пройтись куда-то. Он садится в автомобиль, и я все же настаиваю на том, что этот человек хороший. Просто он, это не вопрос его лени или его как бы такого эгоизма, а того, что 50 на 50, я тебя понимаю. он выбирает самый удобный, самый безопасный Эгоистичный способ. вид Нет, передвижения. ну смотри, если у тебя нет тротуаров в 70% улиц, ты меня извини, но да, так это происходит. То есть мы должны вернуть тротуарам вот эти пешеходные зоны, да, вернуть их. Надлежащий вид их, естественно. Они везде должны быть. Они везде проектировались. Да, но извини, но у нас, знаешь, еще какая проблема? Вот мы тоже недавно это обсуждали. У нас город поднимается каждый раз. То есть у нас не снимают старый слой, бросают сверху ту же плитку, тот же асфальт, и город построен. И у нас какие-то дома уже метр съедены, понимаешь? То есть тротуары не просто класть. Так называемый культурный слой, может быть, бескультурный. Да, бескультурный. А я уже не говорю о том, что это самопальные, там, когда канавы начинают врезать в новый асфальт, это вообще, смотреть на это больно. А где вот эти хозяйствующие объекты, которые должны следить за тем, чтобы твой асфальт не разрушали? Ну, я думаю, что... Чтобы тротуары были по стандартам сделаны. Ну, смотри, мне чтобы парковки платные были. И тогда, может, тоже каких-то соблазнов не будет, потому что негде ставить, и дорого будет ставить это все. Это, конечно, как ты правильно говоришь, и вот в верном направлении мыслишь, это комплексное вообще... Подход. Да, подход должен быть комплексным. Вот тротуары, например, предположим, что мы вернули тротуары. Какая-то значительная часть людей... Да, а мы должны понимать, что даже самые заядлые автомобилисты какую-то часть своей жизни пешеходы, по-любому. Ну потому что, в принципе, мы не настолько как бы автомобилецентричная страна, как Соединенные Штаты, где ты должен, я впервые вот увидел это вживую, когда люди подъезжают, там они заказ делают, они даже из машины не выходят, вот так это происходит. Ну это прям пик такой. А у нас, смотри, тротуаров нет. А велоинфраструктуры нет. Это еще один элемент, причем это не только для велосипедистов, ведь есть сейчас самокаты, вот эти есть разные... Рикши есть, а велорикши такие. Ну, вот все, да, ну вот эти вот моноколеса всякие, да, там сигвей, то есть вот этих средств такой индивидуальной мобильности, как их называют, да, их очень много, но у нас инфраструктура отсутствует. Но у нас, понятно, извини, многие ездят. Мой друг наш общий от города Заря уже несколько раз в аварии попадал. Конечно, потому что ну я точно так же... Это как будто он заяц, за которым охотится весь лес. Я сам в роли фактически велосипедиста, у меня, правда, мотоколесо, да, но я должен сказать, что прекрасно понимаю, я сам в роли этого зайца выступаю, так что это вот мне очень близко. Что еще может помочь? Общественный транспорт. Ну, он же у нас есть какой-то. Ну, он у нас есть какой-то, но если мы говорим о современном понимание общественного транспорта, это вот такие низкопольные, витринные всякие вещи. У нас с натяжкой, да, вот побитые, очень как бы потасканные троллейбусы, это единственный вид транспорта, который можно назвать в современном понимании, это в современном понимании это единственный вид транспорта городской у нас сегодня. Ну, автобус есть еще. Наши автобусы, к сожалению, это большая беда. Вот эти Богданы и пазики, это не городской вид транспорта. Это между населенными пунктами, наверное, он должен. Ну, это где-то перехватывающие вот такие всякие маршруты, да, где-то вот на периферии городов это еще возможно. Но в городе такой вид транспорта, его не должно быть. Ну, больших автобусов, как даже до войны были, вот их тоже не стало. Ну, вот именно... Городских именно. Нет, ну, дело в том, что почему мы закупаем то, что вообще в городе этому места нет. То есть общественный транспорт должен быть удобным. Если мы с тобой, там, скажем, сегодня там, выйдем там, на улицу в Москве где-нибудь, да, или там, во многих других городах России, то мы зайдем в прекрасный автобус, например, прекрасный троллейбус, низкопольный, где, кстати говоря, и для людей с инвалидностью есть там вот эти вот все вещи доступны. Электробесшумные. Там кондиционер. Ты меня извини, давай сравним. Да, ну, человек, который заходит в наш автобус там, и так далее, то есть ни кондиционирования, тебе пространства нет, все достаточно убого, уныло, и должен сказать, что и финансируется эта сфера, финансируется по остаточному принципу. Там вообще слезы одни. То есть
Вообще то, что мы делаем с общественным транспортом, это катастрофа. Вот тебе, пожалуйста, скажем, один из основных главных элементов, да, там, пешеходные зоны, велосипедная инфраструктура, но прежде всего, конечно, это общественный транспорт, который может это вытягивать. Ну и фискальная регуляция, наверное, для покупки автомобилей, содержания их и то, что ты сказал, парковочные зоны. Да? Вот вернемся к парковочным зонам. У нас уже летом весь центр города, он заставлен. И нужно понимать, что не так даже страшен для города автомобиль, личный как бы автотранспорт, который едет, пока он в движении, да, это не такая большая проблема. А вот когда этот автомобиль становится и стоит весь день в центре города, то есть фактически мы сами создаем эту проблему. И, конечно, в какой-то момент, опять же, это прошли все города, все страны прошли через это. В какой-то момент мы вынуждены будем, как ты верно сказал, вводить платную парковку. Ну, в противном случае мы просто будем ходить по автомобилям. Да, совершенно верно, да. И здесь выбор такой. Либо мы вот этот баланс находим, развиваем все же полноценным образом общественный транспорт, велосипедную инфраструктуру, значит, тротуары, пешеходные зоны, либо мы встаем в тотальную пробку. То есть здесь вариантов нет. И как бы мы можем по этому поводу сокрушаться, там автомобилистам могут сказать, ну как же так? Ну вот такая реальность. И уже сейчас как бы с этим не поспоришь, когда вы периодически попадаете в эти тиски, и вы не можете куда-то двигаться, то это только начало, должен я сказать. Ну, у нас есть такой момент, когда мы ждем, когда это случится. То есть вот это предвосхитить и тем более упредить, это как-то не наше. У тебя какие-то контакты, какая-то коммуникация вот с городскими властями была, насколько я понимаю? Должен сказать, что городские власти... Как до них достучаться сейчас в этот момент, чтобы мы успели все? Вот давай мы отметим, например, положительный пример. Это когда вот эта Портовская, да, площадь, она же была вся не так давно заставлена машинами. Да. Да? Ну, посмотри, что сейчас у нас там происходит. Прекрасное место, никаких там... Нет, пешеходных зон у нас мало, конечно. Нет, ну вот появляются. Это то, что отвоевали, да, для пешеходной зоны, для того, чтобы там люди с детьми ходили и так далее. То есть совсем недавно вот это пространство общественное, оно было полностью сплошь заставлено автомобилями. Да. Но это ведь так. Да? Но у нас есть пример, скажем, как бы в районе Леона и так далее, они тоже какие-то вещи сделали. Но вот, там бедные эти шлагбаумы сбивают, по-моему, раз в неделю. Да, но пример, вот скажем, Пингвина. Вот ты приходишь, я знаю, что ты любишь ходить. В том районе, Пингвин. Да. Я тоже там иногда посиживаю, кофейка, мы любим смотреть на море и пить кофе. У меня вопрос, зачем сидеть в окружении автомобилей там? Вот я не могу понять, когда, понимаешь, ты сидишь и типа вот ты на лоне природы. Это вопрос культуры, смотри, ощущения жизни вообще. Это не вопрос культуры, мы должны, ну это да, и вопрос культуры, но это и вопрос правильных административных решений. То есть то, что мы смогли сделать вот здесь буквально рядом, значит, на этой Портовской площади, почему это невозможно сделать в районе Пингвина? То есть люди просто будут выходить там за несколько десятков метров и будут идти. Давай коротко скажем. Это вопрос компетенции, вопрос воли. Это вопрос общественного запроса. И общественного запроса, смотри, естественно. Мэрия, например, как бы, глава администрации города, да, вот Беслан Ильич, он думает, а какие профиты будут? Но я вот сделаю, а что дальше? Дальше меня захейтят, мне скажут, что автомобилисты это, в общем, довольно... Сильное лобби у них. Ну, как правило, это люди активные, они экономически как бы независимые, они могут себе позволить этот автомобиль купить. То есть это такой избиратель, который для него очень ценен. И в этом смысле как бы, приходится идти на непопулярные меры. Но, к сожалению или к счастью, другого способа добиться лучшего качества его не существует. И здесь как бы есть, знаешь, там такой конкретный кнут.
Потому что когда ты заставляешь все автомобилями, а нужно понимать, что мы вот эту емкость, например, тоже городскую считали, даже с местами, где можно, нельзя, везде вот заставлено у нас там на тротуарах, ну вот я здесь заходил к вам сюда. Да, на передачу и вот, пожалуйста, да, вот на тротуаре совершенно верно, стоят машины. Это норма для нас, к сожалению. Да, даже при вот при таком хаосе этих парковочных мест их, в принципе, не будет хватать. Их уже не особо хватает, а в летнее время, ты знаешь, это еще более усугубляется. У нас осталось буквально 2-3 года, чтобы мы тотально все заполнили. Боюсь, даже меньше, если так дальше. Не, 2-3 года это очень быстро. Это очень быстро. Это довольно угрожающе вообще звучит. И когда мы встанем, почему хотелось бы, чтобы мы все же предпринимали какие-то действия в правильном направлении, причем это в том числе и будет связано с вопросами безопасности, вопросами того, как избавиться от вот этого бича смертей на дорогах, да? Ну и косвенно от загрязнения и так далее. Но у вас какой-то коннект происходит, да, с городскими властями, да, с другими городами, с другими администрациями? Понимаешь, хотя бы на уровне консультации или просто общения, ничего? Ну вот смотри, мы сейчас пытались вот, с ребятами вместе, наша группа, да, вот этих активистов, мы пытались предложить нашему правительству по-новому запроектировать улицы, вот, которые недавно были отремонтированы в городе. Это Абазинская, это Гулия, это Джонова и Гоголь. Ты направленность имеешь в виду? И Гоголя. Вопрос не направленности, вопрос проектирования дорог. Это другая тема, которая тоже крайне важна. Она является краеугольным камнем такой вот концепции Vision Zero, которую придумали шведы. Vision Zero на русский переводится как нулевая смертность на дорогах. И это не фигура речи. Нужно понимать, что Они добились нулевой в Скандинавии. Почти нулевой. Да, совершенно верно. Но нужно понимать, что когда они вот к этому делу пришли, просто пару слов в предыстории, это когда случилась очередная там авария жуткая в пригороде Стокгольма на съезде там тоже хоккей есть в Швеции, и, соответственно, 5 человек погибло. И дорожный офицер, там в мэрии такая должность есть, заместитель мэра, он сделал вывод, что виноваты, как правило, как это происходит, мы знаем, когда правила дорожного движения там нарушены, авария случилась, кто виноват? Виноват водитель, виноват тот, виноват этот. Оказалось, что этот чиновник, он пришел к выводу, что виноваты проектировщики дороги, что рано или поздно там это должно было случиться, и вот этой трагедии бы не было, если бы мы по-другому запроектировали это дело. И нужно понимать, что Швеция, и это все пошло в шведский суд постановил, сказал, да, аргументы годные, да, был прецедент. В 1995 году эта трагедия случилась, этот прецедент случился, в 1997 году уже у них была утверждена программа Vision Zero по Швеции. И она предполагает, что? Она исходит из простых совершенно вещей. Да, первое, с которыми вообще, в принципе, сложно спорить. Первое, это то, что человек ошибается. Любой человек, за рулем, пешеход. Фактор, да. Да, человек ошибается, и ошибка не должна караться смертью. Да, вот система так должна быть устроена, что любая ошибка любого человека там, в этой системе, она должна быть... Иметь шанс на выживание. Совершенно верно. И второй момент, это то, что при столкновении с железом, например, человеческое тело, оно всегда проигрывает. И если вы сбиваете, если был сбит человек там, на скорости 60 км в час, то шансов у него практически нет остаться в живых. Вот. Если он даже останется в живых, то это 60 км. Я не говорю там, про 80 или 100, как у нас часто машины гоняют. Соответственно, они начали проектировать так дороги, чтобы добиться успокоения трафика. То есть в этом основная фишка, основной посыл был. И если у них к моменту начала нужно понимать, что эта страна была почти идеальной в
плане там, контроля, в плане наказаний, в плане транспортной инфраструктуры. Ну, как бы, наверное, не нужно объяснять, что Швеция и сейчас как бы одна из передовых стран, самых развитых и так далее. Вот у них было 600 с лишним смертей на дорогах в год. Они добились вот за счет вот этого новых стандартов проектирования транспортной инфраструктуры, они добились того, что в 3 с лишним раза снизилась даже вот эта низкая планка. Да. А если мы сравниваем с нами, то тут даже и говорить не о чем, потому что у нас все не ахти как бы по другим элементам. Но что это значит? Это значит, что вы так проектируете, и там ничего сложного нет на самом деле для понимания. То есть это и недорого особо, и несложно для того, чтобы это понять любому человеку, нашим зрителям, вашим зрителям, которые сейчас смотрят. Это островки безопасности. Это так называемые антикарманы сужения. Это фактически такое искусственное маленькое искривление на каждом перекрестке. Таким образом мы добиваемся чего? Мы добиваемся того, что 24/7, круглый год, этот перекресток, он сам охраняет, сохраняет жизни людей. То есть он так запроектирован, что вам особо не нужно по этому поводу париться. Это, например, кстати говоря, круговое движение, да, малые, большие круги. То, чего у нас тоже не часто можно увидеть. Но, кстати, вот проблемное место, скажем, Лыхнинский поворот, когда там куча аварий было, и сейчас там много чего случается. Вот сделали вот этот элемент. А что такое этот круг? То есть, я подозреваю, что это, возможно, даже дешевле для бюджета, потому что, ну, где асфальт и его стоимость, да, все это закатать, вот эти поля асфальта, да, и где вот этот кружок, который, в общем-то, заставляет любого человека там сбросить скорость, ну, потому что иначе ты никак там не впишешься. Вот эти вещи, они элементарные, они несложные для понимания, но, к сожалению, вот... Сложные для претворения у нас. Правильное проектирование, оно тоже как бы является таким крайне важным элементом, который мог бы значительным образом понизить смертность на дорогах, и для этого нужно только, что нужна политическая воля. То есть знание технологий, знание, по крайней мере, общение с такими людьми, специалистами. Вот я завершаю разговор, это очень интересная тема, и, может быть, мы очень многого еще не сказали, но я надеюсь, еще раз встретимся. Я беру обещание опять в следующий раз. Но вообще хорошо было бы, если, я понимаю, что это технически, конечно, сложно, но вот если была бы обратная связь, и, например, как бы люди, потому что интересно, знаешь, когда ты начинаешь общаться, вот я тебе скажу, что очень много всяких моментов, которые мне самому пришлось там домысливать, доузнавать и так далее, потому что когда в живом разговоре, в живой дискуссии, вот ценность живой дискуссии, это то, что люди с разных, то есть кто-то с позиции пешехода, прежде всего, кто-то с позиции велосипедиста, а кто-то с позиции автомобилиста. Ты должен учитывать мнение всех. То есть здесь нет лишнего и неважного мнения, потому что мы как раз в поиске здорового баланса для нашей страны. То есть это не в поиске того, чтобы ущемить чьи-то права, да, и за счет вот этих людей там, да, поднять права этих. Нет. Это нужно сделать таким образом, правильная система устроена, которая удовлетворяет, устраивает всех. Да, определенный компромисс должен быть со всех сторон. Но это не значит, что мы должны кого-то вставить прямо в загон и не замечать их. Компромисс далеко не должен отходить от мировой практики, от того, что уже придумано и реализовано в других странах. Я вообще надеюсь, что вот у нас часто говорят, вы много критикуете, но я думаю, что сегодняшний разговор это не было в чистом виде критика, это было рассуждение, как можно построить будущее, которое изменит наше настоящее. И это очень важно, и мы тут и чиновников ты вспоминал, и городских, и республиканских, как сказать. Я надеюсь, что это будет повод для них, для нас, для всех как-то включиться и просто решить эту проблему. Это касается наших детей, наших там отцов, пожилых, то есть это всех касается. И поэтому ты можешь в джипе ехать и в безопасности, но где-то твой ребенок, где-то твои родители ходят, родственники и так далее пешком, и у них дискомфорт. Город должен быть комфортным. А он на самом деле все для Вся страна наша должна быть комфортной. Да, и город, я имею в виду город, не только Сухум, все города, потому что там это наиболее актуальна эта проблема. Спасибо тебе большое, спасибо, что ты пришел. Я вообще надеюсь, что продолжение этого дискуссии
будет и у нас в студии, и, я думаю, на других площадках тоже. Спасибо тебе большое.